Этот аппарат, кстати, единственный в коме, силой излучения борется с микроскопическими опухолями, за которые раньше медики даже не брались. Пациенты радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера, как никакие другие, скажут: залог успеха – правильный диагноз. И здесь последнее слово за компьютерным томографом. Четкая картинка помогает и опухоль разглядеть, и степень поражения, площадь и глубину. Работаем в комплексе вместе с кабинетом ультразвуковой диагностики, кабинетом МРТ, да, вот ПЭТ-КТ, соответственно, сцинтиграфические исследования. Вот это все является комплексным подходом к диагностике пациентов с онкопроцессом. К борьбе с онкологическими заболеваниями в коме подключились и сосудистые хирурги. В Республиканской клинической больнице с помощью современного ангиографа провели химиоэмболизацию рака печени. Это такая прицельная химиотерапия, когда препарат доставляют прямо в опухоль. Процедура куда бережливее привычной химиотерапии, к тому же делают ее без наркоза. Это неоперабельная опухоль. Ее невозможно вырезать или прооперировать, что-то сделать. И вообще раньше не лечили такие раки. Здесь вот печеночная артерия, которая кровоснабжает печень. И от нее веточка, вот сейчас ее не видно уже, потому что мы ее закрыли, она кровоснабжала вот эту непосредственно опухоль. Мы забрались инструментами непосредственно в эту веточку, которая несет кровь к опухоли, и ввели туда эмболизирующий материал с химиопрепаратом. Ну и, собственно говоря, вот на фоне воздействия этого препарата у нас клетки опухолей будут отмирать. Как бы прогресс быстро не шагал вперед, за онкостатистикой пока он не поспевает. Рак во главе антирейтинга причин смертности. А еще, добавляют медики, жители коми попадают в особую группу риска. Онкология на севере встречается куда чаще, чем на юге. Да, врачи научились диагностировать рак на ранней стадии и лечить успешно самые распространенные опухоли. Но пациентов настолько много, что от очередности никуда не деться. От момента постановки диагноза до начала специфического лечения должно проходить 14 дней. Но, к сожалению, за счет того, что у нас пока не хватает коек, бывают задержки до 20 дней. Мы стараемся это избежать. Это держится на контроле у Министерства здравоохранения и Российской Федерации, и Республики Коми. Конечно, с новым корпусом это современное строительство, это современное помещение. Да, будет удобно и врачам-радиологам, радиотерапевтам, медицинским физикам. К сожалению, пока в этом корпусе, в старом, мы находимся в стесненных условиях. Уже скоро проблема очередности уйдет в прошлое. В столице Коми начали строительство нового корпуса радиологического отделения Республиканского онкодиспансера. У подрядчика 1,5 года. Новый корпус будет полностью спальным. Это трехэтажное здание на 63 койки. В старых помещениях останется передовое оборудование и все диагностические кабинеты. У онкологов появятся дополнительные площади. У пациентов надежда на полное выздоровление. Ведь времени на ожидание такого необходимого лечения будет уходить гораздо меньше. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.